31 августа среднеизвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,24 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,27 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2492 до 10,18 сомони, 1 евро от 10,2769 до 10,22 сомони, 1 российский рубль от 0,1660 до 0,1685 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром растут более чем на 1%. После вчерашнего падения рынки оценивают перспективы снижения предложения, а также уменьшения запасов сырья в США. Цена на нефть марки Brent составляет $98.98 за баррель, марки WTI $92.72 за баррель. Цена на золото в среду утром стабильна на отметке в $1735 за тройскую унцию после падения днем ранее, когда сильная статистика по США поддержала ожидания вокруг повышения Федеральной резервной системы США ключевой ставки. Форум деловых кругов Таджикистана и Республики Корея состоится 5 сентября в Душанбе, сообщает об этом южнокорейское дипломатическое представительство в Республике Таджикистан. Ожидается, что в мероприятии будут принимать участие более 20 корейских компаний, которые работают в казахстанских и российских городах. Целью данной встречи является создание условий для корейских компаний, заинтересованных в выходе на рынок Таджикистана, и налаживание отношений между собой, а также создание сети поддержки между правительством Таджикистана и компаниями, говорится в сообщении южнокорейского диппредставительства. Инвестиции из Южной Кореи в экономике Таджикистана, судя по ежегодным отчетам Таджикского инвестиционного ведомства, практически не существует. Таджикистан во время своей государственной независимости неоднократно пытался привлекать южнокорейские инвестиции, но пока безуспешно. В конце августа прошлого года Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом Республики Таджикистан и Ассоциации Кашума подписали меморандум о взаимопонимании. Членами данной ассоциации являются свыше 180 авторитетных корейских компаний, работающих в различных отраслях. Документ предполагал капиталовложение южнокорейских компаний в реализацию различных совместных инвестиционных проектов в Таджикистане в таких сферах, как строительство, промышленность, энергетика, информационно-коммуникационные технологии. Однако с тех пор подписанный тогда меморандум остается всего лишь памятной запиской, как переводится с латинского языка. Субъекты свободных экономических зон Таджикистана в текущем году произвели продукцию на сумму более 243 миллионов сомони. По данным профильных ведомств республики, в январе-июле этого года товары и услуг производилось лишь в 2 из 5 существующих СЭС. Субъектами свободных экономических зон Соха и Донгара произвели продукцию на общую сумму более 243 миллионов сомони. Из 30 субъектов, зарегистрированных на территории свободной экономической зоны Сох, работают 13 субъектов, которые за 7 месяцев произвели продукцию на сумму 208,5 миллионов сомони. В свободной экономической зоне Донгара работали 11 субъектов, которыми произведена продукция на сумму более 34,4 миллиона сомони. В других СЭС производство продукции не зарегистрировано, всего в 5 СЭС страны зарегистрировано 60 субъектов. Таджикистан увеличил импорт транспортных средств на 16,5% с начала этого года. По данным таможенной службы республики, сумма импорта транспортных средств за 7 месяцев этого года составила более 221,9 миллионов долларов, что на 16,5% больше, чем годом ранее. О количестве импорта транспортных средств не сообщается. По статданным, на внутреннем рынке автомобилей реализовано на сумму более 485 миллионов сомони. Также сообщается об экспорте транспортных средств на сумму свыше 5,1 миллиона долларов при снижении на 2,7%, чем годом ранее. Американская валюта все еще кажется сильной, но слабостью у нее становится все больше. Огромный госдолг США и использование доллара в качестве политического инструмента подрывает доверие к американской валюте. Об этом говорится в статье британского делового издания Financial Times под названием «Грядет постдолларовый мир». В этом месяце, когда доллар поднялся до высот, каких мы не видели уже 20 лет, аналитики выдвинули идею о том, что альтернативы американской валюте нет и что
Могучий доллар впереди ждут новые достижения. Однако события 20-летней давности показывают, что доллар скорее приблизился к своему пику и что дальнейшего его укрепления не будет. Даже когда американские акции начали падать из-за краха интернет-компаний в начале 2000-х годов, доллар продолжал расти. Но потом он вступил в период спада, который начался в 2002 году и длился 6 лет. Похоже, такой же переломный момент ждет нас сейчас, и на сей раз падение американской валюты может продлиться еще дольше, отмечает Financial Times. Национальные валюты слабеют, когда остальной мир больше не верит, что эти страны смогут расплатиться по счетам. Соединенные Штаты в настоящее время должны миру 18 триллионов долларов или 73% американского ВВП. И это намного больше порогового значения в 50%, которое часто становилось предвестником прежних валютных кризисов. Инвесторы имеют обыкновение уходить от доллара, когда американская экономика замедляется относительно остального мира. В последние же годы она растет значительно быстрее среднего показателя по другим развитым странам, но в будущем ее рост в сопоставлении с остальными наверняка замедлится. И если падение близко, возникает вопрос, будет ли этот период достаточно долгим, а снижение глубоким, чтобы создать угрозу статусу доллара как самой надежной валюты в мире, задается вопросом Financial Times.